Уважаемые друзья, я хотел бы высказаться по некоторым вопросам кыргызско-таджикских отношений. В последнее время со стороны некоторых наших таджикских друзей, начиная с экс-министра иностранных дел и кончая некоторыми оппозиционерами Таджикистана, которые болезненно приняли предложение Кыргызстана о возможном обмене территориями. Это было всего-навсего предложение кыргызской стороны. Такое же предложение могли бы и представить и таджикская сторона. На предложение нашей стороны Таджикистан мог согласиться и мог не согласиться. И все. Это решение вопроса. И я думаю, не стоит нагнетать обстановку и не давать повод для усиления враждебных отношений между двумя народами. Мы хорошо знаем советское время, когда мы, наши отцы, деды, прадеды, постоянно жили дружно между соседями. У нас был общий рынок, водой пользовались вместе, пастбищами пользовались в составе одной страны. Так почему мы не можем жить в дружбе и сейчас? Сегодняшние отношения – это временно все. И горячим головам я хотел бы порекомендовать. Не забывайте, что не за горами, что у нас отношения будут такими же, как и вот былые времена. Да, проблемы приграничных споров и вопросов всегда были и есть, и будут они. Но давайте эти вопросы оставим двум комиссиям наших стран, которые этим занимаются. Любой приграничный вопрос без согласия другой страны, она не решится. То есть должно быть обоюдное согласие, обоюдное подписание и дальнейшая ратификация парламентами двух стран. Вот тогда вопрос полностью решится. И давайте не будем критиковать руководителей соседних государств. Мы сами, если вы хорошо изучаете наше государство, у нас демократическое государство, очень много у нас людей, которые мы открыто можем критиковать свою власть, показывать недостатки и так далее. Если вы хотите кого-то критиковать, пожалуйста, вы сами у себя дома критикуйте друг друга как хотите. Нас это не касается. И я прошу, чтобы вы тоже так сильно не охаивали, не критиковали наших руководителей. Для знающих людей народ избирает своих руководителей. И если критикует руководителя, то эта критика направлена в адрес конкретного народа. Если критикует народ, то он направлен на критику руководства страны. Давайте не забудем, когда у вас была гражданская война, мы были посредниками, первыми протянули руки и достигли мира и согласия между противоборствующими сторонами. Мы это не указываем, просто я напоминаю горячим головам, чтобы они не забывали наши хорошие былые отношения. Если мы хотим с вами в чем-то состязаться, давайте будем состязаться в спортивных мероприятиях, культурных мероприятиях. Когда мы рано или поздно приграничные вопросы мы решим, приграничные территории, тогда восстановятся наши хорошие отношения, как и раньше было. От хороших отношений, взаимовыгодного сотрудничества все выигрывали. От враждебных отношений, от угроз друг другу никто не выигрывал, и ничего хорошего это не приведет.
Поэтому месяц Рамадан я приглашаю вас быть сдержанными, быть толерантными, уважать друг друга. Мы все мусульмане. Мусульмане – это братья по вере. Поэтому я желаю, чтобы всегда у нас был мир, согласие и взаимопонимание. Спасибо.